И вообще хочу обратить внимание молодежи на ваш талант, энергия, креативные способности в числе самых сильных конкурентных преимуществ. Таджик, который в скором времени изменит мир. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что изобрел молодой ученый и кем стоит гордиться всем таджикам. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Таджикистан – страна в центре Центральной Азии. Это беднейшая бывшая Советская Республика, но и одна из самых молодых. 70% ее населения моложе 30 лет. Молодежь страны берет инициативу в свои руки, чтобы помочь своей молодой республике стать успешной. Новое слово гидроэнергетики представил выходец из Таджикистана, студент Южно-Уральского государственного университета. Таджикистанец Дилшот Аминов посвятил диссертацию разработке водопогружных гидрогенераторов, а в итоге создал проект компактной ГЭС для малых рек, сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета. Сам изобретатель отмечает, что тема выработки электроэнергии и использования гидроресурсов малых и средних рек крайне актуальна в настоящее время. По оценкам экспертов, этот ресурс в несколько раз превосходит энергетику крупных рек, но практически не используется. Начинается эпоха освоения малых рек, сказал студент-аспирант. Таджикистанец отметил, что мини-ГЭС не меняет природный ландшафт и не влияет на экологию. А как вы относитесь к таким таджикам, которые прославляют нацию? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И чтобы каждый молодой человек, студент, школьник мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Для создания проекта принято нестандартное решение. Аминов отказался от создания серийного ряда мини-ГЭС. Для каждой реки объект будет разрабатываться индивидуально, что позволит такой ГЭС меньше ломаться и давать максимальную пользу. Выполнить такой большой объем работ было достаточно сложно, но очень интересно. Нам пришлось освоить программы по электромагнитному анализу, тепловому анализу, трехмерное твердотельное моделирование. Мне удалось изготовить свой гидрогенератор и проверить на макете все технические решения. Но это была пластмассовая масштабная модель, изготовленная по технологии 3D принтера, рассказал таджикский изобретатель. Дилшот Аминов рассказал, что планирует вернуться на родину и применить в Таджикистане свой большой опыт проведения сложных научных работ. Очень приятно, что молодые таджики, которые добиваются таких успехов, не остаются где-то за границей, где, по сути, было бы им комфортней, а возвращаются к себе на родину, чтобы сделать ее чуточку лучше. Да и этот проект как никогда нужен Таджикистану, чтобы наконец-то перестали отключать свет. И призываю вас активно и смело пользоваться этим. Дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье, своей стране. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.